Здраво, мои дорогие. Так как Терексел решил заказать на меня отряд специального назначения Республики Чечня, а по-простому спортиков, за то, что я осмелился сделать на него обзор, я решил ронять тапки по-быстрому съебаться к себе на малую родину. Но для того, чтобы по приезду меня сходу не обоссали пьяные вокзальные бомжи, мне нужна своя кибитка. Поэтому я начал высматривать для себя возможные варианты приобретения квартиры в Белграде на сайте Купим-Продаем. Сербский аналог Авито. Изучив все доступные варианты и осознав, что из возможностей у меня есть только возможность ветерком прокатиться на залупе, я решил поискать более приземленные квартиры в регионах. После чего случайно открыл портал ВАД нахуй. В сегодняшнем видосе вам будет предоставлена возможность лично убедиться в наличии у Люцифера своих личных владений на нашей грешной земле. А потому я предлагаю вам пристыковать свою седалищную конструкцию к креслу, налить себе молока и насыпать в тарелку обогащенного урана. А мы начинаем! Как вы можете видеть, данная квартира расположена где-то на чердаке жилого дома. Иначе я не могу объяснить, почему эта стена внезапно решила закосплеить Майкла Джексона. Но не суть важно, потому что в этой комнате есть кровать, тумбочка, стол и целых 2 стула. Охуеть! Да это же прямо как в максимальной комплектации украинного окопа. Что еще нужно для счастья? На тумбочке, к слову, расположен чайный сервиз той самой покойной бабки на случай, если вселенная схлопнется. Наверное. Блять, кто-нибудь вообще пользовался подобными бабкиными закладками? Если такие люди существуют, пусть напишут об этом в комментариях. Пройдя чуть дальше, мы видим, как шкаф застенчиво притаился у стены, кухню с решетками на окнах и кабинет для длительных переговоров со своей шизой. Фаянсовый трон, в котором не мешало бы и помыть, кстати. Итак, мой вердикт по данной квартире таков. Эта квартира идеальный вариант для тех, кто хочет, чтобы его во время землетрясения его убила осыпавшаяся крыша. Мне же данный варик не катит. А потому я предлагаю нам перейти к следующему экспонату в музее для квартирных мазохистов. Порога нас встречает замечательный вид на синий Chevrolet Camaro местного алкоголика Драгона, а также охранная система противодействия наркоманской оккупации подъезда в лице старой деревянной двери и спутниковой тарелки, в которой, судя по виду, 3 года и 6 месяцев варили плов узбеки. Внутреннее убранство также доверие не вызывает. Ведь войдя на хату, вы сразу увидите, что на вешалках висит чья-то одежда. А значит, эта квартира обитаема. И у вас есть только 2 варианта, кто здесь живет. Либо это тот самый вечно пьяный Драгон, который уже 12-й год подряд занимает гордое звание КМС по боксу с женой и детьми, и вы прямо сейчас получите смачного шапалаха за то, что отвлекли его от очень интимного, долгого и страстного поцелуя с бутылкой, либо здесь живет упырь, который питается кровью зевак, случайно зашедших в его логово, а их трупы вешают на эти самые крючки для одежды. Так как при любом из вариантов нас будут пиздить основательно, пройдем дальше. В следующей комнате нас встречают сразу 5 вариантов, где можно отдохнуть после марафона от компа до холодильника. А также в углу стоит потрясающая картина собаки. Павлов бы одобрил. А мы проходим дальше. Следующая комната – настоящий рай для геймера, ведь здесь есть все для комфортного времяпрепровождения в игре. А именно, стол, стул и учебник по истории Сербии за 5 класс. Пройдя же на кухню, мы увидим настежь распахнутое окно, еще немного искусства, а также недоеденный обед хозяина квартиры на столе. Возможно, кстати, что он художник и даже не австрийский, потому что, судя по демократической цене этой квартиры в 250 тысяч евро, его все же приняли. Только вот не в художественную академию, а за долбоеба. Чтобы вы понимали, на 250 тысяч евро можно купить столько колумбийского снега, чтобы засыпать им всю пустыню Сахара. И еще на кириешке останется. Или же снять нормальную квартиру, а не этот древний скотомогильник на окраине Нови Сада. Поэтому данный вариант мне не подходит, и я предлагаю продолжить поиски. Следующая хата встречает нас красочным видом на светлое будущее за соседским забором. И хоть первое впечатление квартира о себе составило достаточно положительное, не обольщайтесь. Потому что спать вам придется именно на этом диване. Ведь здешняя кровать представляет собой голую бетонную плиту, которую на скорую руку прикрыли простыней. Видимо, сюда недавно Александр Вучич захаживал. А кухня – это просто венец творения художественных произведений в области минимализма. Ведь на ней есть абсолютно все, что вам нужно, но только при условии, что вы украинский солдат. Вопрос, куда делись кухонная плита и раковина, прорвал дамбу моего головного анализатора сразу как я увидел фото кухни.
Судя по всему, они были благополучно спижены через непредусмотрительно оставленное открытым окно. Про балкон с туалетом мне сказать нечего, потому что они говно. Но вот зачем в объявлении было прикреплено фото лестничного пролета, непонятно. У меня есть две версии на этот счет. Первая, этим фото хозяин квартиры хотел показать, что Обама не смог добраться до этого подъезда, а значит здесь ваши вещи гарантированно защищены от золотого дождя. Вторая, это предыдущие жильцы дома завуалированно показывают вновь прибывшим путь на свободу, как бы говорят. Беги, сука, беги! Как бы то ни было, данный вариант мне не подходит по целому ряду причин, которые я не буду озвучивать, потому что еще их не придумал. Поэтому мы пойдем дальше. Следующая находка своим примером наглядно демонстрирует, что бы было бы, если бы квартира Верещагина апофеоз войны была бы квартирой. И коридор уже кидает нам в ебало сюрприз в виде 3 мисок в коридоре. Либо из них едят 3 здоровенных алабая, которые одним укусом могут откусить кусок армированной стали, либо хозяин квартиры возомнил себя Гераклом и каким-то образом спиздил к себе домой Цербера. Видимо, у хозяина помимо плаща из шкуры немейского льва, имеется также и цыганская кровь. Пройдя в следующую комнату, мы можем наглядно убедиться, что для постройки этой квартиры использовалась листовая броня немецких танков. На столе в данной пристройке стоит целый терминал по управлению космическим кораблем, а со стены на нас хищным взглядом смотрит древнее божество, которому поклоняются местные сектанты. Ну прямо не квартира, а мечта Жан-Батиста Альетте. Пройдя в соседнюю комнату, мы ненароком попадем в филиал дома престарелых, где висит люстра, которая еще помнит, как славно жилось Петита и какой же Павелыч Гондон. Вместе с люстрой свои последние дни доживает старый пузатый телевизор в не менее старом серванте, который вместо того, чтобы развалиться вместе с Югославией, героически несет свой последний вечный дозор. Вечная слава героям. Между тем, мы можем обнаружить, что эта квартира идеальный вариант для тех, кто хочет похудеть, потому что если ты слишком сильно разжиреешь, то просто не сможешь протиснуться между этими 2 холодильниками. Так как моя масса увеличивается обратно пропорционально курсу рубля на рынке, эта квартира мне не подходит. А потому давайте перейдем к последнему и самому дорогому варианту за целых 450 тысяч евро нахуй. Если вы думаете, что за такую цену вам предложит личный пентхаус с бассейном, вертолетной площадкой, посадочной полосой и личной яхтой в придачу, вы дохуя хотите. Так что же нам могут предложить за такую большую сумму, которую Зеленский вдыхает через свернутый доллар каждый день? Да, этот бомжатник без окон, без отопления, без ремонта, без чести и без пива нам предлагают купить за сумму, которая в 130 раз больше, чем США тратит на войну в Иране за секунду. Надеюсь, вам понравилось это видео. Можете перейти подписаться на мою ТГшку, где я буду постить разную угарную хрень. А также приходите на стрим, где я буду дебатировать с аниме-неудачником. Если он опять не сольется.